Мне кажется, на будущее лучше сказать. А тут вообще ели есть. Но я не видела. Тут нам же рассказывают, что есть. Только сосны. Нет, тут кедр и сосна. Да, ели нету. Значит. А, вот он, Пушкин. Так нельзя смотреть. Нет, только большое. Ой, какое красивое море. Только большое. Вот Я даже не павлин. понял, почему мама такая была. Мы их увидели, павлинчика. И киска рядышком. Привет. Привет. Видишь, мы без экскурсовода нашли. Мы тебя нашли. Где-то у тебя еще детки, сказали, маленькие есть. Привет. Какой ты красивый, павлинчик. Красивый, величественный. Сейчас мы сходим в японский сад, потом покушаем. Ой, какое море чистое! Пляж хороший. Мы взяли купальники и пойдем купаться. Класс! Ой, павлинчик так и стоит. Ты красавец какой! И летели гости к тебе, смотри. Эй! Смотри, позирует. А этот вон красавец, все, прилег. Да, мы в Японии. Восемь лет делали этот парк. Даже тут красиво. Да, тут очень красиво. В Японии есть невидимая Будь сухая здоров. вода. Я же не видела. У тебя аллергия на Японию. Они кошка летит. А где вокруг домика? Называется гостевой домик. Это место, где люди ожидают начала проведения чайной церемонии. За озером расположен сам чайный домик, место, где церемонии должны проводиться. А к чайному домику среди озера идет дорожка из круглой гранитной диска. Называется такая дорожка Родзи. В переводе на русский «земля, покрытая росой». Это действительно камни, по форме чем-то капельки росы напоминают. Она расположена росинки не прямой линией, она извилистая. Это связано с тем, что японцы верят, что за людьми ходят злые духи, но только прямыми путями. А когда человек начинает идти таким извилистым путем, никакие злые духи его догнать уже не смогут. И, соответственно, Родзи – это не просто дорожка среди озера, это еще и своеобразный путь очищения перед чайным домиком. Мы сейчас тоже по лестнице спустимся, сосредоточимся, и дорожку Родзи будем проходить. Я его просто не давала. Конечно, пила. А, Родзи! Нельзя наступать, как бы вас. Давайте, проходите. Мама, ты что сделала?
Ну, очищаемся. А вы не знаете, где у нас Илья? Он занят. Мам, теплая. А, С бамбуковой трубочкой называется цукубай. Это ритуальная чаша для омовения. Перед началом чайной церемонии гости в первую очередь подходят к цукубаю, омывают лицо, руки и полощут рот. Тоже это такого обязательного ритуала идут ко входу в чайный дом. Ну а сейчас вот на доме кафе, не то чтобы можно было японскую мебель тоже рассмотреть. Окошечко. Ты у меня страшная. Но сразу говорю, что чайная церемония в Японии – это длительное мероприятие. По времени 2-3, иногда 4 часа. И все это время люди не только пьют чай, они еще и беседуют на определенные высокие темы, медитируют. И главное, что все это время они сидят на своих стопах, практически на полу. А возвращаясь обратно, тихонечко с шикасами. На озеро приводили самых людей. Придите ко мне, мы сейчас будем проходить через мой Лаву и привезли из дна японского озера. Японская колотушка. Ань, ты пойдешь охлаждаться? Так, да? Пойдешь охлаждаться? Давай. Я застряла. Я помогу, а тут волноваться. Руки. Иля, держи, пожалуйста, помогай. И шапочку потом у нас. О. Да простят меня японцы. Это просто колотушка, что не животных отпугивает. Несколько раз ниже. Что у них? Вот такой стол примерно высотой. Или вон такой вот. Внизу. Ну, они на полу сидят, да, это уже современный. А это вообще удобно на полу сидеть? Мы тогда в ресторане, помнишь, на полу сидели? В Бахчисарай, когда ездили. Я не помню.
Каждый фонтан и брызг наши. Все, что связано с водой. Жара неимоверная. Холодно. О, цветочек стоит голубой. А детей не вытащить. Где они там? Где-то в японском парке потерялись. Вон, вижу. Мы вас потеряли. Почему именно когда Илья ушел, я узнала, что... Не страшно? Нет. Думала, ты змея. О, похоже. А где? Бамбук. Так, на территории парка можно пообедать. Супчики. Получилось у нас на всех 1250. Вот такое чистое море, пляжики в парке Аввайзовского. А здесь на территории пляжа стоят еще санатории или пансионаты. То есть это вот для отдыхающих эти пляжи. А если кто-то просто взял экскурсию, вот как мы, то для них тоже выделен отдельный пляж под номером 5 и под номером 6. Вот сейчас мы идем на них, посмотрим, как они выглядят. Вот такое красивое оформление. Дельфинчики. Техническая зона. А, причал номер 164. И вот наши будут там. 5-й, 6-й. Парк, конечно, нам всем очень понравился. Это просто свыше всех похвал. Такой тут стоит аромат. Ой, какие красивые растения. Как все красиво оформлено. То есть, если сюда приезжать, то ну вот на целый день тут можно и покушать, и позагорать, и поплавать, и подышать ароматами растений. Нам очень понравилось. Нет, мне кажется, мы прошли. Ну, отель, который на территории парка-то. Нет, Лечебница. Мне кажется, это не относится к парку Аввайзовского. Это не, конечно, это другое. Мелкая галька. Море чистейшее, прозрачное. Вот, две Илья, ты стоишь или нет? Ну-ка, встань, руки кверху. Илья, встань, руки кверху. А, глубина, да? Да, теплая, чистая.
Смотри, это властелин моря. Ой. Аня у нас тут дамбы строит. Да, Аня? А ну, ничего не идет. Мы разрабатываем способ, как легче подниматься в гору. Змейка. Вова предлагает змейкой. Я предложила задом. тоже задом. Да, легко задом. Илья, ты считаешь, как легко? Перед. Передом? Ой, Илья говорит, передом. И еще, знаете, какой психологический момент? Какой? Когда идешь в гору, не смотреть на нее, а смотреть вниз, на землю. Тогда мозг, он не понимает, что ты как бы препятствие совершаешь. И он не понимает, и мышцам дает сигнал, что ты как бы идешь по обычной поверхности. И мышцы думают, что все окей, и как будто ты идешь по обычной поверхности. Так ты змейкой будешь целый день подниматься. Да. Не о том, что ой, сколько мне еще подниматься. Или вот так идти и смотреть на пол, не смотреть туда. Я так пойдет, а я О, а там вон, а у Ли еще другие лесенки. Ой, это вообще все в лесенке. Ой, еще и направо лесенки. Ну, давай не будем все лестники обходить, а? Ой, я бы с удовольствием бы все бегала. Ой, смотрите, мы какую-то красивую нашли черную кружку. А это магнолия, цветущую мы видели. А тут я вот не вижу цветочка. Бабочки. Они вблизи так выглядят. Вон беседка какая красивая. Розочки. Илья он какую-то красоту видит. А это лаванды мы прошли. Ой, все закрыто. Птички поют. Уже жарко было, мне кажется, да? Ну так мы еще в море, потому что искупались. Сколько температур, знаешь? Вывести как-то. Кинули сразу температуру какую. Море чистое. Помылись водичкой. Соль смыли с себя. Переодевалочки. Кстати, мы на охране спросили, говорим, если мы теперь просто в городе живем, то нам можно на этот пляж как-то попасть? Он говорит, да, спокойно 40 рублей платите и попадаете на этот пляж. Так, подожди, я не понял. Можно было не платить за парк? Нет, пляж там же он отдельно. Как? Ты же видел двойной забор? Двойной забор. Нет, ну можно за пляж заплатить, чтобы зайти в парк, то что ли? Нет, туда, на пляж покупаться только. Ау. Да, мы все пошли, мы же не тут заходили на море. Да, мы не тут заходили. Вот здесь можно думать, сидеть, думать. Думать. Мы думать сели. Думать. Как разбогатеть? По-настоящему. Это именно в парке Авайзовского делается, да? О! Куда-то едет. В лесу. И тут все в дорожках. А выше вон плакучая сосна. Все едят. Все, говорю, едят. Все, говорю. Все. О, можно даже смотреть. Тоже думать. Ой, Будем какая сидеть. красота. О. Второй проект. А, Медведь бегал. ну это у папы шлепки сырые так Нет. скрипят. мы Розочки идем? такие красивые. Ой, сколько. Ой, алый просто. А
аромат какой у них. Это лаванда. Какие красивые розочки. Необычные вообще вот. Смотри, желтые, розовые, маленькие такие, но они вот туда идут. А тут розочки срезали уже. Ой, какая красота тоже. Бесконечно, 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 бесконечно. Ну, а это что за красота? Ой, какие шапки. Ой, шапка шахта перетекает. Ну, тут вообще бесконечно. А это? Ну что это такое за красота? Странный цветок. Ну что это такое за красота? Колокольчики. Давай. А вот этот квадратик. Ну красота же. Кажется, что твердая, а на самом деле она очень-очень вообще мягкая, просто. Вот. Я даже не знаю, как это сказать. Вот. Ой, она просто мягкая. Классненькая такая. Ой. Японское дерево. Многоплодник. Тоже такая, ну, интересная структура. Ярко-розовые цветочки. Ой, какие красивые. Дальше тут посветлее цветочки. Точно такого же дерева. И вот они идут. Светло-темные, светло-темные. Дети решили посчитать, сколько здесь ступенек. 15, 15, 19. А это магнолия, цветочек. Цветет. Интересные тоже. Доброе утро. Звенят колокола. Медведь гора.